Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшекушара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Выставка художника и дизайнера Ольги Зелинской проходит в доме смотрителя «Маяка», исторической постройки которой почти 150 лет. С самого раннего утра коммунальная техника уже на улицах Сухума. С какими форс-мажорами сталкиваются коммунальщики столицы? Бассейн «Дэм» принимает республиканские соревнования по плаванию. Турнир охватывает 5 возрастных групп от 7 до 17 лет. Бадра Гунба встретился с командой проекта «Абхазский язык будущего». Во встрече приняла участие министр просвещения Хана Гунба, руководитель проекта Анна Гуня, IT-менеджер Дамит Джонуа и исполняющий обязанности генерального директора команды Абхазии Дмитрий Габелия представили главе государства промежуточные результаты работы и показали возможности приложения «Языковой корпус». В настоящее время в системе зарегистрировано 390 переводчиков, а объем переведенных материалов достиг 1,5 миллиона предложений. Искусственный интеллект уже адаптирован к абхазскому языку и демонстрирует хорошие результаты. Перевод в общем и целом точно передает смысл исходного текста. Вместе с тем команда проекта отметила, что отдельные языковые конструкции пока обрабатываются нейросетью недостаточно точно. Для дальнейшего повышения качества перевода и улучшения системы работы над проектом будет продолжена. Проект «Абхазский язык будущего» реализуется при поддержке президента Абхазии, Министерства просвещения, Фонда репатриации Абхазии и Фонда президентских грантов России. Указом президента Бадры Гунба Рустам Агрба освобожден от должности главы администрации города Пицунда по собственному желанию. Временное исполнение обязанностей главы администрации города Пицунда возложено на первого заместителя главы города Анри Богателя. Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лица, причастного к убийству жителя села Псахара Дябшипа Руслана Алексеевича, 1970 года рождения. Тело мужчины с множественными огнестрельными ранениями было обнаружено утром 13 августа во дворе собственного дома в селе Колхида Гагарского района. На месте преступления работает оперативная группа, а также следователи районной прокуратуры под руководством прокурора Гагарского района Умара Хагба. Уголовное дело по факту развратных действий в отношении 11-летнего ребенка возбудили в Гагарском районе. Преступление произошло на территории нефункционирующего храма в поселке Цандрыпш 5 августа, сообщает Генпрокуратура. Подозреваемый Дмитрий Папандопуло задержан и заключен под стражу. Идет предварительное следствие. 14 актов прокурорского реагирования на противоречащие земельному законодательству Республики Абхазия распоряжения глав местных органов госуправления, изданных в области регулирования земельных отношений, внесено Генпрокуратурой в администрации города Пицунда и поселка Цандрыпш Гагарского района. Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее 10-дневного срока с момента его поступления. Создание абхазской настольной игры для детей, подготовка обучающего пособия для учителей начальных классов, организация экскурсий в театр. Все эти проекты осуществляет Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс. И, конечно, команда ВААК приняла участие в уже традиционном мероприятии – Днях культуры народов Абаза в Черкесске. Подробно об итогах работы конгресса и за 3 месяца в репортаже Эсмы Джикерба. В летний период из-за того, что дети на каникулах, отдел по работе с местными представительствами ВААК в основном сконцентрировал свою деятельность в Сухуме и Сухумском районе. Так, за отчетный период адресная помощь была оказана местному отделению конгресса в столице. В частности, был закуплен необходимый спортивный инвентарь. Занимались также проектом Аймуда, где детей из Сухума возили в восточную часть Абхазии и в западную часть. Знакомились с историей своей страны, своей родины и также знакомились с географией.
Соответственно, также провели ряд выездов по начальной военной подготовке, где побывали в военных частях, проводили экскурсии, рассказывали о важности вообще военной службы. И затем возили в стрелковый клуб, где дети проходили инструктажи, уже на практике изучали ведение стрельбы. Ярким событием за эти 3 месяца стали уже традиционные Дни культуры народа Абаза, которые стартуют ежегодно 23 июля в Черкесске и длятся несколько дней. Организаторы – фонд Экзекова и Международное объединение Алашара. Для гостей праздника были организованы различные мероприятия – концертная программа, интерактивные развлечения и спортивные состязания. В этом году из Абхазии в КЧР поехала делегация из 80 человек, в числе которых были спортсмены по вольной борьбе, так как впервые эта дисциплина была включена в спортивные состязания. Команда из Абхазии выступила результативно, заняла 4 первых места в различных видах спорта. Для нас, скажем так, спортивная часть – это второстепенная часть, а вот первостепенная часть – это увидеться, познакомиться, наладить контакты, вот, чтобы эта связь, чтобы она только крепчала. Вот такими культурно-спортивными мероприятиями как раз-таки и происходит объединение нашего народа. В Сухумском офисе Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса состоялась 3-я конференция Федерации по абхазским национальным играм. Ключевыми темами стали масштабирование и продвижение национальных видов спорта. Участники также детально рассмотрели вопросы организации предстоящего чемпионата АМЦ-КЧР. Путем открытого голосования были утверждены изменения в уставе Федерации. Руководство впредь будет избираться раз в 5 лет. Отдел по развитию молодежи и спорта совместно с преподавателем кафедры абхазского языка Инной Джугелия разработали обучающие пособия для учителей начальных классов абхазских школ. Более 1000 экземпляров специального материала были розданы школам. Такой формат красочных информационных обучающих карточек стал незаменимым пособием для учителей, и они попросили продолжить их издание, но уже в немного измененном формате. Это будет набор плакатов формата А2, многосюжетные, допустим, состоящих из таких сюжетов, как Апсуак, это абхазское село, всеми любимый нами отдых в горах, допустим. Плакаты, которые живые, насыщенные сюжетами, деталями. Планируем до конца сентября утвердить все макеты, естественно, распечатать все плакаты, и уже к октябрю можем приступить уже к раздаче материала. В рамках детского лагеря «Фиштрах» для наших соотечественников из-за рубежа отдел по образованию, социальной активности и здравоохранению ВАГ организовал для 2 потоков лагеря посещение Абхазского драматического театра. Детей провели по зданию театра, рассказали его историю, ознакомились с репертуаром. Им было очень приятно, что существует вообще театр, который именно на абхазском проводит свои спектакли. К сожалению, посмотреть спектакль не удалось, потому что в основном наши репатрианты, дети, вот наши соотечественники, не владеют ни абхазским, ни русским языком для того, чтобы посмотреть в наушниках. У нас возникла идея, может быть, подготовить какой-то спектакль, перевести хотя бы на турецкий язык. Мы бы хотели обговорить с руководством театра эту возможность. И думаю, для наших соотечественников, не только дети, но и взрослые, которые в разное время приезжают в Абхазию, это было бы интересно. Также сотрудник отдела Наур Хишба и его друзья-энтузиасты продолжают работу над созданием настольной игры для детей, которая основана на персонажах из абхазского эпоса. Через эту игру ее авторы надеются вернуть интерес детей к абхазскому эпосу. Пока планируется выпустить небольшое количество экземпляров для апробации. Социальные сети и сайт ВАГ пополнился лангридом об абхазском обрядовом празднике Ацунухера. Было также выпущено интервью в рамках проекта «Гукала» с гостем Саидом Джонуа. Информационный отдел масштабно освещал Дни культуры народа Абаза и национальные спортивные игры в Черкесске. Все материалы можно посмотреть на официальном сайте Конгресса. Эсма Джикерпа, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение.
На российской военной базе на территории Республики Абхазия завершено возведение новой современной школы для детей военнослужащих на 300 мест. Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России в кратчайшие сроки возвели двухэтажное учебное заведение со спортзалом, уличными спортивными площадками, современными классами и актовым залом. Все помещения оснащены новейшим оборудованием и принадлежностями для проведения занятий по общеобразовательным предметам с детьми военнослужащих. Также в школе установлены современные системы кондиционирования и вентиляции, которые позволят круглогодично проводить занятия в комфортных условиях. Мы находимся на завершенном объекте строительства. Школа на 300 мест, расположенной в Республике Абхазия. Детям есть и спортивные мероприятия, где проводить, заниматься секциями. У нас есть теннисные столы, футбольная площадка. Также у нас выполнена система пожаротушения, сигнализации, система кондиционирования и вентиляции. То есть круглый год, в принципе, дети будут учиться в комфортных условиях. Теннисные столы, ракетки, стойки для прыжков и другой спортивный инвентарь переданы Ткварчалской детско-юношеской средней школе. Ранее в отдел молодежи и спорта Министерства просвещения с просьбой помочь в оснащении спортивной школы Ткварчала обратился ее директор Сергей Баракая. Данная школа города Ткварчал является ключевым социальным и спортивным центром района, выполняя важную миссию по объединению местной молодежи, приобщению детей к здоровому образу жизни и предоставлению возможностей для профессионального спортивного роста. В школе работают различные секции, такие как футбол, волейбол, вольная борьба, бокс и настольный теннис. По просьбе Ткварчальского района непосредственно директором спортивной школы Ткварчал Министерство просвещения просило оказать им спортивным инвентарем помощь. По представленному списку Министерством просвещения было закуплено спортивный инвентарь. Это теннисные столы, ракетки, стойки для прыжков, сетки футбольные, баскетбольные и прочее, доски, шашки и так далее. Хочу большое спасибо сказать Министерству образования и Комитету молодежи и спорта и вообще всем, кто участен к этому делу, хорошее дело. Мы же должны воспитывать здоровую нацию. До 20 декабря продлены сроки проведения открытых международных конкурсов на лучшие проекты памятников. Второму президенту Абхазии Сергею Багапш в городе Чемчира, народному поэту Дмитрию Гулия в селе Дзюбжа и во дворе Тамышской средней школы Чемчирского района, народному поэту Ивы Когоне в сквере средней школы села Кутол, народному поэту Рушвию Смыр в Центральном парке города Новый Афон. Также до 1 октября продлено проведение открытого международного конкурса на лучший проект памятника и благоустройства места его установки основателю населенного пункта Гал Тлабгану Кецба. В Абхазии зажглась новая звездочка. Пятилетний сухумец Святослав Емелин установил мировой рекорд по удержанию брюшной планки – 1 час и 3 секунды. Юного рекордсмена приняли в столичной мэрии, поздравили его с достижениями и преподнесли подарки. Подробности в материале пресс-службы администрации Сухума. Сегодня у главы администрации Сухума Тимура Агарба побывал маленький чемпион. Пятилетний сухумец Святослав Емелин установил мировой рекорд по удержанию брюшной планки 1 час 3 секунды. 12 июля 2026 года достижение мальчика из Абхазии подтвердили эксперты международной системы регистрации рекордов Интеррекорд, после чего его внесли в реестр рекордов России. Тимур Агарба отметил, что для пятилетнего спортсмена показатели внушительные, и им будет гордиться не только столица, но и вся республика. Святослав, я хочу тебя поздравить с тем, что ты достиг такого блестящего результата, попал в книгу рекордов Гиннесса, простоял в планке более 1 часа. На мой взгляд, это очень внушительный такой результат. Как мне известно, рекорд, который был побит до тебя, он вдвое меньше этого результата. И тебя, и тренера, и нас всех, жителей Республики Абхазия, мы с этим результатом хотим поздравить. Для нас очень важно, когда спортсмены
становятся известными на весь мир. До тебя в книге рекордов Гиннесса были наши соотечественники, и такие как Ахрик Свейба, Дмитрий Кучубери. Вот и ты, наш юный боксер, показал достойный результат и попал в книгу рекордов Гиннесса. Это очень важно для нас. Я также хочу поблагодарить твоего тренера, который действительно уделяет очень много времени спорту, развитию спортсменов в Республике Абхазия. И мы всегда со своей стороны также готовы продолжать оказывать содействие в развитии спорта, поддержке спортсменов. Тренер Святослава, президент Федерации профессионального бокса Абхазии Альберт Кардиуглы рассказал, что его в 3-летнем возрасте в спортивный зал привел отец Кирилл Емелин на занятия боксом. И параллельно заметили, что мальчик выстаивает планку долгое время. Как-то в одной из тренировок у нас вот стойка на планке, это у нас ежедневная рацион, начал стоять на планке, вот, и постоял больше, чем взрослые подростки. Конечно, я его останавливал, мы его тоже говорим, хватит, но он говорит, я еще, и вот так мы увидели в нем потенциал именно вот то, что касается физического составляющего. А потом как-то заинтересовались, посмотрели рекорд, мировой рекорд, вышел мальчик из Москвы, который побил мировой рекорд 31 минуту. Потом, когда мы пригласили телевидение, пригласили экспертов наших абхазских, и он побил 35 минут, простоял. Когда мы его послали в Москву, этот рекорд, нам сказали, что вы сняли неправильно, то есть с 2 ракурсов. Надо было с 3 ракурсов снимать. Что где-то дней, наверное, 10. И вот пока вот это 10 дней проходило, мы тоже как бы готовились, чтобы эти 35 минут нам опять простоять. И так получилось, что мы простояли час. Глава столичной администрации Тимур Агарба преподнес юному рекордсмену сертификат в 100 тысяч рублей. За приглашение, за внимание, то, что вы оказываете. Не только сегодня, я знаю, на протяжении многих лет вы оказываете помощь абхазским спортсменам, в частности, боксу тоже много уделяете внимания. Вот, большое вам за это спасибо от души. Отец юного рекордсмена поделился, что Святослав отжимается 200 раз, но это показатели уже для следующего рекорда. Тренер предрекает физически одаренному мальчику хорошее спортивное будущее. Пока столица спит, коммунальная техника уже на улицах. В Сухуми дежурство городских служб в летний сезон становится практически круглосуточным. Особое внимание отреставрированной набережной, визитной карточки города. С какими форс-мажорами сегодня сталкиваются коммунальщики администрации города и как им удается поддерживать порядок вопреки трудностям? В репортаже Гугуцы Вардания. Раннее утро, а на улицах столицы уже кипит работа. Коммунальные службы столицы наводят порядок до того, как проснулись первые жители города и туристы. 6 часов утра. На смену утреннему дождю приходит солнце. Улицы Сухума еще пусты, но коммунальная спецтехника уже на дежурстве. В любую погоду строго по графику. Специалисты расчищают ливневые стоки, моют тротуары, стригут и поливают газоны. Главная задача – сделать так, чтобы к пробуждению жителей и гостей столица выглядела безупречно. Работает, значит, 14 единиц техники в городе. Это то, что касается именно мусора, уборочных работ. Далее у нас есть МУП благоустройства, далее у нас есть МУП «Зеленый город». У них тоже 10 единиц техники. У водоканала у нашего тоже достаточное количество техники. Уборка проходит в несколько этапов. Сначала сбор и вывоз твердых бытовых отходов. Затем в дело вступает поливомоечная техника, а следом специалисты по озеленению. Серьезную дополнительную нагрузку создают завалы строительного мусора, который приходится вывозить в оперативном порядке. У нас ввиду того, что в летний период производится много ремонтных работ, к сожалению, наши жители зачастую не хотят вызывать контейнеры для реализации строительного мусора и выносят строительный мусор к нашим площадкам контейнерным, также мебель старую, и это нам составляет дополнительную нагрузку, и хотелось бы, чтобы с пониманием к этому относились и
пользовались услугами, которые администрация предоставляет. Особое внимание визитной карточке города, недавно отреставрированной набережной. За этой зоной сотрудники муниципальных предприятий благоустройства и «Зеленый город» следят тщательно. В летний сезон нагрузка возрастает в разы, поэтому дежурить приходится практически круглосуточно. Вывозим бытовой мусор на полигон. Бывает такое, что наши машины не глушатся, меняются водители, и в круглосуточном режиме мы занимаемся уборкой территорий. Много общественных зон, за которыми нужно присматривать, косить, подчищать. Много сухих веток. В общем, работа идет в полном объеме и в постоянном режиме. И руководство города контролирует постоянно этот сам лично глава города постоянно на контроле держит ситуацию в городе. Несмотря на усиленный график, коммунальщикам сегодня приходится решать и форс-мажорные задачи, в частности, справляться с перебоями в поставках топлива. Президент дал поручение топливным компаниям, чтобы в первую очередь наши коммунальные службы обслуживались. У нас были проблемы, значит, с техникой. Нам правительство в прошлом году вот тоже помогло приобрести мусороуборочную машину. Мы сам город приобрел несколько мусороуборочных машин. И вот все это в совокупности дает нам возможность держать наш город в чистоте и порядке. Тем не менее, несмотря на сложности, в администрации заверили, спецтехника и коммунальные службы продолжают работать, чтобы столица страны встречала каждый день чистой и уютной. Гугуца Вардания, Заур Лиев, Абхазское телевидение. Движение троллейбуса по маршруту Каштак-Маяк полностью восстановлено. Специалисты в кратчайшие сроки отремонтировали тяговую подстанцию, заменили агрегат в выпрямительном шкафу на новый и более мощный, сообщили в администрации города. Движение троллейбуса по маршруту Рынок-Каштак было временно приостановлено из-за проблем на тяговой подстанции 30 июля. Выставка художника и дизайнера Ольги Зелинской «Маяк и душа» проходит в доме смотрителя «Маяка», исторической постройки, которой почти 150 лет. Всего на выставке представлено 36 работ, погружающих зрителей в особый мир художницы. Репортажа Элиты Арутюнян. Искусство многие века сопровождает человечество. Оно помогает увидеть мир под несколько иным углом, художественным. Взглянув на картины, понимаешь, это не только красота, но и колоссальный труд их автора. Все-таки больше, мне кажется, фэнтези понравилось. Очень интересно, впечатляюще, потому что, когда видишь что-то необычное, прям завораживает так. А голуби тоже очень красивые. Природа, конечно же, это же природа Абхазии. Вот это все впечатляет. Мне больше всего впечатлили голуби, потому что я больше люблю птиц, и они передают атмосферу жизни. Замечательная выставка. Советую посетить, кто приедет в Абхазию, в эту шикарную страну. В работах Ольги Зелинской реальность соединяется с образами, орнаментами, особой художественной реальностью. Здесь присутствуют мифические существа, также люди, рыбы, птицы. А название «Маяк и душа» выбрано не случайно. Я верю, что все живое наделено душой. От камня до ветра живое явление природы, птица, золото, камень, минерал. У всего есть душа, и поэтому даже название выставки «Маяк и душа». И вот я очень благодарна Михаилу за то, что он на 7 дней приютил мои работы сюда. Всего работ на выставке 36. Каждый персонаж будто собран из множества линий, деталей, гармонично соединенных в одно целое. Работы разноплановые и из разного периода жизни автора. Там много символизма, много метафизики, философии. Здесь есть какие-то богини, есть минералы, есть металл, золото, есть богиня Изида. Есть какие-то рыбы в виде бессознательного, как символизм. Читаю я вот эти вещи. Ну, как-то надо зашифровать, и я их трансформирую в каких-то живых существ.
Герои картин словно застыли всего на мгновение, и через это самое мгновение покинут холст и расскажут свою историю. Ольга Зелинская больше предпочитает создавать работы маслом. По словам Михаила Кирия, руководителя проекта «Хаб Маяк», на первом этаже регулярно проходят культурные, досуговые и другие мероприятия, чтобы сохранить концепцию, а на втором этаже будет детский экологический клуб и коворкинг-зона. Площадка создана для молодежи, творческих людей. Все мероприятия, проходящие в Доме смотрителя, бесплатные. Проект «Хаб Маяк» – победитель конкурса грантов «Созидатели Абхазии», реализованного при поддержке Фонда президентских грантов России. Это первая выставка, которую мы провели здесь. Так совпало. То есть мы после завершения своей экспозиционной части сделали информацию о том, что готовы рассматривать расположение, скажем так, выставок различных художников. Ольга написала нам в социальных сетях, мы посмотрели ее работу, пришли к выводу, что да, мы можем здесь провести такую выставку. Вот предыстория такая, то есть мы открыты к сотрудничеству, приглашаю всех людей, кто хочет и может организовать свои мероприятия на нашей площадке. Также площадка обладает особой природной картинкой. Большие окна открывают вид на пляж и море, подтверждая, как природа может гармонично вписываться в творение человека. Аэлита Арутюнян, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. День физкультурника в Сухуме отмечают на воде. Бассейн «Дэм» принимает республиканские соревнования по плаванию. Турнир охватывает 5 возрастных групп от 7 до 17 лет. В состав судей пригласили гостей из Краснодара во главе с заслуженным тренером Ольгой Орцевой. Подробнее о том, как прошли заплывы, расскажет Ирена Богателия. Около 70 юных спортсменов в возрасте от 7 до 17 лет вышли на старт. Все они готовы показать результаты упорных тренировок и побороться за звание сильнейших пловцов. Крупный турнир по плаванию организовал Республиканский спортивный комитет. В зависимости от категории пловцы преодолевали дистанции разными стилями. Младшие и старшие группы боролись в вольном стиле на спине и брасом, а участники средних категорий добавили к этой программе еще и баттерфляй. Однако за яркими стартами кроются и серьезные системные проблемы. По словам главного судьи турнира Елены Вардемиади, в состязаниях пока не участвуют команды из других районов республики, ведь там просто нет профессиональных секций и тренерских кадров. Интерес детей растет, но дело в том, что основная масса детей просто приходит научиться плавать. За все лето я обучила 450-500 детей. Из них на следующее лето остается от силы 10-15 человек. Да. Дети научились и ушли, а больше не хотят. Сейчас другие интересы у детей немножко. Обидно. Но мы все равно работаем, стараемся, стремимся. Главная проблема для профессионального роста наших пловцов – отсутствие крытых бассейнов. Плавание требует непрерывных тренировок, но сегодня полноценная база доступна только 3 летних месяца. Поддерживать форму круглый год в таких условиях – задача не из легких. Мне 16 лет, плаванием я занимаюсь 4 года. К сожалению, мы занимаемся только летом. Зимой нет отопления, и из-за этого мы теряем форму и не можем выступать профессионально. В прошлом соревновании я переживал, но теперь не переживал. Я занял первые места по кролю, на спине и брасу. Папа обещал, что если я займу первые места, то он мне купит самокат. Спортивный путь начинается с поддержки семьи. Для детей важна любая мотивация, от родительской похвалы до долгожданных подарков за новые личные рекорды. Есть проблема одна, она больше не у детей проблема. Это проблема родителей. Нужно напроигрываться. Вот нужно напроигрываться и к этому спокойно относиться. Не бывает такого, что ты постоянно выигрываешь. Бывает где-то ты выиграл, бывает где-то ты проиграл. Но чем проще ты к этому относишься, тем свободнее у тебя голова. Чем свободнее у тебя голова, ты можешь больше сконцентрироваться на том, что ты делаешь. Так, в принципе, везде. Поэтому чуть-чуть попроще родителям, обращаюсь к ним, и все будет хорошо. Надо чаще просто проводить соревнования. Чем чаще соревнования будут, тем больше у них будет опыта. Они будут и выигрывать, и проигрывать, и все будет хорошо. На трибунах в этот день эмоции кипели не меньше, чем в воде. Родители разделяют с детьми и радость триумфа, и горечь первых поражений. Ведь спорт учит не только побеждать, но и с достоинством принимать неудачи, превращая их в опыт. Ирена Богателия, Рамо Камки, Абхазское телевидение.
В завершении выпуска расскажем о погоде. В пятницу, 14 августа, в Абхазии ожидаются кратковременные осадки и местами гроза. Температура воздуха ночью 19-24, днем 27-32 градуса тепла. Температура морской воды плюс 27 градусов. На этом информационный выпуск Камшек Шара подошел к концу. Всего хорошего, до новых встреч.